Я сидел в камере, короче, он зашел. Ну, там же такая процедура. Заходишь в камеру, кидаешь на подлогу улитку, матрас с принадлежностями для спання. Ось, и покуль с тобой не познайомятся, не попьють гарбати, да, ти стоїш. Бо виясняється, хто ти такий по житті. Ось. Ну, я пам'ятаю, Глеб коли зайшов, і він так улыбався, що це означали зашари. Він так, типа, широ усміхнувся. Ну і все, і потім ми з ним стали обривати кришку. Шахмати гуляли. А сколько человек сидел в камере? Ну, шмат. 12, Ну, 12-13. Всего было 15 мест. І, ну, так переважно завсёды нас сидело 14-15, так? Так, Ну, и початку. по частного більшість політичних було. Ну, коли ти прийшов, то тільки другий був політичний. Там був тільки я і ти. А потім вже там понеслась. Я ще до виборів. Ну. Його ж затримали тебе коли? 14-го, коли ось там у нас... Липеня, так. 14 липня, коли у нас під вікнами там гудела вулиця вся під турмою. І до 2 до ночі гудела. А потім десь про 2 дні тебе закинули. І ти сказав, що там... Так, я ж спочатку по сутки посидів. В турмі я розмовляв з зеками по-російську. Там же вельми шмат заміжників. Ну, як, звичайно, росіянів, таджиків, грузинів, дагестанців. Вони не розуміють. Да також там серед білорусів таке ставлення. Ну, просто неприємно в побуті постійно конфлікти переживати. Ніякі спречки, докази. Ну, а я в нейкім Але з сенсі... адміністрацією не білоруською розмовляв. Ти так само сказав. Ні, я ось просто, дякуючи Глебу, я ось і перейшов на білоруську мову. Я, по-перше, тримаю. Я ж поки розповідаю. Я ж по-російську розмовляв, коли сів. А потім ось я, коли глядів на Глеба, по-перше, він там по історії там на мої питання відказував так докладно, і мову ведав. І я, коротше, став писати заяви і всі ці документооборот з лукашистами на білоруській мові. І Глеб мені завжди допомагав, там терпливо, ну ніколи не відказував. І потім я ось почав читати книжки, він мені про літературу там розповів. Я ж якби ватником був, по сутності, так? Коли? Ну, завжди. Ну, дякуючи Глебу, так ось отрималося, так. Ну, я потім перейшов вже, коли на Вітебськ приїхав, я вже цілком розмовляв по-білоруську. Ну, ось на Володарці я сидів з Максимом Знаком. Тоді перед тим, як його... Скільки ми з тобою сиділи? Це був, напевно, костричник уже, да? Місяці 3 пройшло. Так. І тебе раптовно заказали... На 2 місяці ровно мене забрали у другу камеру. Так. А закинули... Сказали речі, забирайте, і, ну, некий такий переполох, там, звичайно, це, ну, так раптовно не відбувалося. Ну, і поміняли місцями. Такого одного відомого політичного на другого. І Знак приїхав. І він тоді був на голодовці, якраз уже 7-й день голодував. Ну і по їм було заважно, видать, що, ну, трошки такий приторможений став. Ну, тяжко, він воду пив, але все ровно, без їжі. Там медики до його приходили. Ну і він потім якраз у нас у камері і почав здиматися з цієї голодовки. Але так поступово. Ну, каб не нашкодить собі, то Бог там перший день там бульончик посьорбав, потім уже бульбу трошки. Ну і за пару днів вийшов. Ну, он там книг перечитал, конечно. Сколько ты просидел под следствием? 8 месяцев было, напевно. Прийшли амаповці з закритими тварами. Одно і те ж казали. А, саме цікаве, що я звернув увагу, мене ж затримали до виборів, а вони казали, що я кричав там деякі лозунги, про яких я навіть не чув. Ну, тобто я їх не ведав. Ось карателі. Ну, це, видать, з'явилося після виборів, і мені ж, ну, так дивно здалося. Пройшло пару місяців. Всі відео, які в мене по справі йшли по цих артикулах, вони були з каналу Нефть взяті. А пройшло кілька місяців, до мене приходить слідчий, там, видать, після виборів затримали ніякого хлопця.
праверылі ў яго телефон, а яго ў памяці відосы з маіх падзеяў проста з іншага ракурса. І мне яшчэ адзін артыкул 363 частку другую пихнули. То бок ён тебе неудало поснял? Так, но неудало захаваў. Навошта ён хаваў? Так, осудили мяне на Новый год 31 снежня падарунак, а 26 сакавіка ўжо было разгледжана апеляцыйнае скаржанне. І у сакавіку мяне з Валадаркі ў самым пачатку месяца перавялі на Жодзіна. Там я быў да, здаецца, 11 красавіка, і все, мяне этапам павезлі, ну, Новополоцк, транзітам я затрымаўся на тыдзень недзе ў Віцебскім ізалятары. Ну а вы як перасекліся? О, мы, короче, меня садят в ШИЗО. А я уже на той момент у ПКТ сидел. Он сидит в ПКТ, это за стенкой. Вот, и получается такая ситуация, что я захожу в одиночку. Шо, как, это, а меня перед самым отбоем туда. Ну и меня отстукивают там с соседней хаты. Здоровенько, кто зашел? Я говорю, такой-то. До речі, это я был. Да, это он как раз и барабанит, кто зашел. Я говорю, такой-то. Он, слухай, говорит, это ты там с Петрухиным, это самое там. Говорю, ну, говорит, да я с ним сидел, там самое, под следствием, туда-сюда. Говорит, ну все, завтра там, короче, это самое, шо к чему договоримся. Вот, и на следующий день, хоть ты находишься в ШИЗО, ну, я тогда думал, что мне дали 10 суток, на самом деле. Я не знал, как это работает. Вот, я не знал, что 10 суток это примерно месяц. Вот, так оно и получилось. И потом хлопцы мне там допомагали сигаретами, там, кофе, соль, что очень важно. Соли не хватало, соль передавали. Вот, а я дальше передавал тоже сигары, гнал по другим хатам, там дорогу мастерили. Ну, то есть пошел какой-то движ, но я вспоминаю такой момент, когда уже было очень холодно. И я им как-то стучу в хату, они такие, да-да. Говорю, пацаны, говорю, а как сделать, чтобы было тепло? Они ржут и говорят, как? Говорят, никак. Говорят, спортуй. Ну, блядь. Приседай, оттискайся. Капец. Вот, но мы друг друга не видели. Нас потом повели в штаб на Крестины. Так, и там мы первый раз сустрелись. Мы тогда вот первый раз увиделись, когда стояли перед... А не, ведаешь, я тебе спочатку сустрел трошки раней, коли тебе водили на ДП, а там же двери з екраном. Ну да. І вони один бок видать, а в другий ні. А я тоді підійшов і бачив той силует. Ну, твара я не розібрав, але так побачив. Так. Потом мы уже вместе сидели в ПКТ, когда уже меня после... Потом я еще поехал в ШИЗО еще раз, вышел с 30 суток, потом опять в ШИЗО. А закривали тебе чим? Закрывали меня, значит, на карантине. Тогда пальчик только вышел с отпуска. То есть пока его не было, было все нормально. Там дня 3-4 он был в отпуске еще, как только я приехал. Тут он выходит с отпуска, и мне как бы там маякуют, что, ну, выйдет палец, у тебя будут проблемы сразу, автоматом. Думаю, хрен его знает, посмотрим. Он выходит с отпуска, и в этот же день ко мне приходят, составляют акт, что я не дал доклад, расстегнут. Короче, сразу акт летит. И мне пишут этот акт, меня ведут на Крестины к нему. И в этот момент идут контролеры, контрики, мой кешель пересматривать. Полностью все перерывают, не к чему прицепиться. Но вот не к чему. Пересчитывают все сигареты, и все марки, и все ручки, и все стержни. Все совпадает, все по списку. И они друг на друга смотрят, и я понимаю, что у них заказ, что надо акт составить. И они друг на друга смотрят. А у меня такой был пакет с письмами большой. И они начинают этот пакет. Роют. И находят пару открыток, как фотографии сделанные. Вот. Пустые открытки, но как фотографии. Они говорят, а сколько там у тебя фотографий? А у меня было только 7 фотографий. 7 всего. 7. Они говорят, пересчитывают мои фотографии. Говорят, а эти почему не посчитаны? Я говорю, так это открытки. Они говорят, не, это фотографии. Я говорю, в смысле? Говорят, мне фотографии кидают этих открыток еще штук 5 и пишут так, что не соответствует. И вот за это я попадаю в ШИЗО. А ти ж на промці побував, ні? Да? Кольки? Ну, недолго. Я, может, неделю ходил А, ну ось. Так. на провок. Самое больше, чему я завидовал,
что они сидят в ПКТ, я помню, меня ведут откуда-то, там тоже с какого-то расстрела, и они мне говорят, а у нас сегодня будет тортик. Бля, я говорю, пацаны, не говорите мне этого. Вот, потому что на ПКТ что можно, продукты, там, отоварка. Так. И я сижу, думаю, капец. Потому что, ну, прикинь, в 4 часа ужин и все. 4 часа у нас был ужин, блин. И все. Вот в 5, где-то пол-6 завтрак, там, ну, без 15-6, в 11 обед и в 4 ужин. И ты крепишь, вот, плюс это все время холодно, капец, ты все время спортуешь. То есть я сбросил за месяц 20 килограмм. Я когда вышел на проволоку, там весы есть, я как стал, в одежде, в телаге, во всем, раз. Ну, капец! 20 кг за месяц. Офигеть можно. Вот. И, но, я еще им такой задаю вопрос, говорю, слушайте, хлопцы, говорю, а как попасть к вам в ПКТ? Они говорят, это только пальчик будет решать. Говорит, поездишь по ШИЗО, поездишь по суткам. Ваверка. И это самое. И тогда, как бы, есть шанс, что ты поедешь на ПКТ. У його була коронна фраза «ПКТ треба заслужити». Так. Пальчика. Вот, а потом я уже захожу в ПКТ. Сидит Глеб. У нас 5 человек, наверное, сидело, да? А я ось перший склад наший не пам'ятаю. Ты, я, повар, Сидор. Просто у той момент, коли ти заїжджав, нас уже переводили, і пару чоловік уже з'їхало у турму. Ну. Так. Сидор був, повар був. Так. Донбас. Донбас, так. Вчетвером мы сидели. Донбас – це хлопець, який воював за ДНР. Він чомусь у турму потрапив в Білорусі з Завета. Вони тобі казали про ніяку офіційну причину твоєго вивозу у турму? Отказ от долбана. То есть меня на долбан один раз ставят, я отказываюсь в ШИЗО. И потом получается как? Получается уже после отбоя вызывает меня отрядник. Ну и говорит, что Александр Александрович, завтра вас повезут на долбан. Вы откажетесь, и вас, ну, принято, короче, команда вас ввести в крытую тюрьму. И он такой говорит, я вообще как бы, ну, тут не при делах. Говорит, я таких решений не принимаю. Вот, говорит, это сверху команда. Говорит, поэтому завтра готовьтесь. При мне он меняет график дежурств, я не должен был дежурить. При мне ставит. Ну и все. Самое интересное, что когда меня вели на долбан, выгнали всех с отряда. Всех выгоняют зэков на улицу в локалку. Значит, приходит ДПНК с камерами, там включают эти все дозоры, все. И такая куча, их человек 6, наверное. Думаю, боже, что это происходит? Один раз вы тебе водили? 2 раза. 2 рази? Ну, это был второй уже раз. Вот, второй раз ведут. Чекай, это як ти виходив з ізолятора? Ці так? Я вышел 3 дня, я был там. То есть я вышел только с ШИЗО, вот только вышел. И через 2 дня мне, короче, говорят, что все, тебя будут бурить. Вот, и как бы готовься. Ну и все, то есть дали возможность собраться. То есть на следующий день меня ни на промку не ставили никуда. Говорит, собирай вещи, собирайся. И будешь съезжать. Ну, я коли приїхав в карантин, я вже одразу чулося. Новополоцк – це було перше місце, напевно, єдине, де я ось сапраўды адчув, що я губляю час, що я сижу. Тому що ти становишся там просто роботом. Яны так тебе заорганизовывают этим графиком, что мне не то, что книги почитать не было часу, мне здавалось, что я часом не поспеваю отказать своим родным у листах. Ну, так ось, коли я вийшов, пішли на промку, у всіх політичних же обов'язали по 6 днів працювати. Так-то всі працювали по 2-3, ну, по 6. Я ще у неділю все одно там нечто вони організовували, ніякі там мероприємства, чи то в актовій залі, прогляди ніяких відео, чи там лекції. Но я зрозумів, що мені так жити не хочеться. Тим більше там умови такі жудасні були. Я був на цеху перапрацоўцы
поліетилена нейкого, такого високого тиска. Яны таких, як це називається нават. Бубки? Бубки. Так. Ну, бубки Где надо это... было перебирать? Так. Так там пыл поднимается, жудость. Не было Выходишь... еще на проволоке. Ну, магчыма. Ну, мне гэта, ведаеш, хапіла. Там просто, ну, все легкие чорные становятся. Я у массы походил там один день, так там у меня черная пляма на ёй творилася. Ну, так ближе к теме. Так у сэнсе. Я написал, карацей, заяву, что самому начальнику турмы, что такие умовы працы парушаюць правы чалавека, что я працаваць адмаўляюся. Давайте мне нормальные умовы, нормальный заробак, и тады, может быть, з майго асабістага рашэння, а не под прымусам, я згажуся працаваць. Ну все, адразу мяне пасадзілі ў ізалятар, 60 дзён, потым 3 месяца ПКТ і турма выйдзе. Там такие не трэба адказнікі. Может, сядь. Может, присядь. Короче, мы сидели в старом ШИЗО, ой, вернее, в ПКТ, ну, в старой камере, а там вовсю шел ремонт. И когда ремонт закончился, определили камеру для ПКТ, нас начали перемещать. И при этом там заборонили вообще все. То есть запретили курить, запретили, не пустили ни продукты, ничего. Мало того, каким-то необычайным способом мне не пропустили очки, не пропустили кружку. И пошел Поваров это все добиваться. То есть он шел за своими вещами, пришел добиваться, чтобы как бы из-за меня, чтобы мне отдали очки там, и кружку. Открывается дверь в камеру, Поваров приходит вообще без ничего, взлохмоченный. Я говорю, что случилось? Он говорит, ну что случилось? Говорит, отпиздили мне. Говорит, начал там качать права, что надо отдать. Говорит, отпиздили. И мы объявляем голодовку, блин. Пишем заявление о том, что мы отказываемся принимать пищу. Это было как раз перед обедом. Что пищу принимать не будем, потому что, как бы, блин, такая фигня происходит. Ну и все, и тут же всю камеру разгоняют. Ты, наверное, только остался один, да? Не, там я с поваром застался. А, с Я поваром? когда з'їжджав, мы разом с поваром были. Да, Ну, там меня хутенько, просто меня уже судили на турму. Угу. Здається, 13 чи 12 листопада, а 15 вже був етап і мене забрали. Ну, на гэты момент ми були удвоїх. Коли я з'їхав, він тоді один застався. У меня пальчик. Приходит, кто там, Герман пришел, говорит, пальчик злой, капец. А, это я уже сидел в ШИЗО. Отрядник мой пришел. Говорит, объяснителю написать будешь? Я говорю, нет. Говорит, пальчик на таких конях. Говорит, просто капец. Я говорю, да мне как-то бы до жопы, я тоже на конях. И все. Меня закидывают в этот холодильник. Можем мить. Что дать? Можем мить, кажу. А, можем мыть, сейчас пойдем. Меня закидывают в этот холодильник. Я вскрываюсь опять в ШИЗО на 20 суток. А потом благополучно суд. И благополучно в Могилев. Я ж, до речі, не ведав, що він скрився. Ми довідалися з нейких там криніцаў. Напевно, проспав годи ці год навіть. Уже в Жодино, да? У Жодині, звісно. А, ні, стоп. Напевно, хтось і приїхав з Жодина, розповів. Ну, так само там у районі полугода. Блин, между тюрьмами все, вот идет общение по полной, где что происходит, где, кто, как. Все ведомо становится. Нам приезжает человек с Ивацевичей. И все, и тут же приходит малява, что он крыса, и свои сигареты воровал. Моментом. Давай поговорим про тех, кто там остался. Мне приходят сведения по некоторым людям, и на сегодняшний момент я могу рассказать про Игоря Лосика и про Виктора Бабарыка. Значит, по Лосику его жена написала заявление на развод уже достаточно давно. Игорь сидел в этот момент в ПКТ. Он только вышел, его сразу посадили в ШИЗО. Из ШИЗО опять посадили в ПКТ. По моим сведениям, которые мне пришли, у него очень сложное, тяжелое психологическое состояние. Он сидит все время в одиночке.
Ну и плюс единица, это понятно, там идет давление постоянное. Бабарыка еще при нас ставили эти камеры, которые полностью все там пробивают, и в камере нельзя не спрятаться, ничего. Бабарыка запрет на переписку, у него забрали бумагу, ручку, то есть он не может ни написать ничего. А он на ПКТ? Да, он на ПКТ. Ни заявлений, ничего. Мало того, вот эти камеры, они подключены, ну, как минимум к одному человеку, к начальнику колонии, который может в любой момент зайти и посмотреть, что происходит в камере у Бабарыка. То есть он под постоянным присмотром, и к нему нет доступа практически ни у кого из тех, кто работает в колонии. Там есть определенные люди, которым есть к нему доступ. Больше людей нет. Я имею в виду, не любой опер к нему может зайти, ни отрядник не может к нему зайти, никто. Вот. Начальник, зампорор и очень ограниченное число продольных. Так, Глеб, ты сколько просидел Жодина? 2,5, да? 2 и 4 месяца. 2 и Который 4. на режиме. Там сидит Тихановский. Давай последние новости рассказывай, что слышно. Серега, прошу, блядь, ну не уноси ты ножик, ну ёб... Бля, ну раз 5 же сказал, блядь, ну пускай он лежит на столе, блин. Ты когда вообще вышел? День воли. День воли. 25-го СКК. Как супала. Ну рассказывай, как там Серега сидит. І він не одразу заїхав. Ну, то бок, я там уже просидів, напевно, амаль, ну, больше за паўгады дакладна. Але тады яго пастаянна у ізалятары, у міжсезоне яго таксама там трымалі, катавалі холадам, ён там, ну, сапраўды памушыўся трохі. Нават не трохі, сур'ёзна памушыўся. Ён вельмі схуднеў. Ну, схуднеў, я думаю, ён яшчэ да Жодзіна, але ў Жодзіна таксама ён гора хапануў. Апошняе, што нам вядома... Почему его по 411 раскрутили? За что? Ну, не падпарадкаванне патрабаванням міліцыі. Вось так. Апошнім часам менш ён стаў ездзіць у параўнанні з тым, што было ў пачатку, але ўсё роўна стабільна раз у, напэўна, месяцы-два, десятку ён ездзіць. І то справа в тым, што... Ну, мы, блин, мы для людей делаем ездить. Куда ездить? Ты говори, блин, да, нормальным языком. А, то бок малява там, забурить, это нормальные слова. Это нормально. Ну, ты говоришь ездить. Ну, тут непонятно вообще, куда ездить, что У ездить. изолятора его садить. Стабильно, раз у 2 месяца, напевно, 3, не, хотя частей, раз у 2, напевно. А за что? 10-20, а вось гэта, ну, хутчэй за ўсё, штосьці по режиму. Ну, просто знаходзіць там павуцінне наверсе, там ще, може, столь 3 з чимсьці метра, там павуціна. Ну, ці гузік, ці нешта не так сказаў, ці то не пагаліўся, хаця ён вельмі так, як бы, сочыць уважліва за тым, каб не было да чаго дакапацца. Как у него психическое состояние? Ведаеш, апошнім часам з ім сувязі няма. То бок мы ведалі, дзе ён, у якой ён камеры знаходзіцца, ведалі, што ён, напрыклад, у дадзены момант у ізалятары, але што ён там сабе думае, ну, мы ж з ім на сувязь не Ну, по крайней мере, уходили. когда выходит на дворик там или еще что-то, где-то пересекаются. Ну, гуляе, просто, як бы, читае кніжкі. Дзякуй Богу, у яго хоць адзінае, што ёсць, гэта бібліятэка. А что у него с этой варкой? Няма. А на подставе какой? А яму ўсё ізалявалі, ён нават не можа заяву напісаць, у яго паперы у камеры няма. Ни ручки, ни бумаги, ничего нет. Хутчэй за ўсё не. Ён сядзеў у нас за сценкай, і там, калі была праверка, можна так прыклеіць вуха, так сказаць, і пачуць, што ён кажа. Яму прыйшла там нейкая бандэроль ці пасылка, і яму не аддалі ў камеру, забралі на склад этой рэчы, кажуць, пішы заяву. А ён кажа, мне няма на чым пісаць. І нідзе не рэгламентавана, што заява павінна быць у пісьмовым выглядзе. Я вам заяўляю тут вусна на камеру. Ну, вось так ён ваяваў. Проста з гэтага мы зрабілі выснову, што, ну, яго нават самого мінімальнага няма. Так, ну, можа, той папера туалетная ёсць, а, як бы, такая канцелярская, нет. Ну, то есть ему даже если что-то приходит... Ні таваркі, ні рэчаў асабліва няма. Усё самае мінімальнае.
Ну, Лістов так Положниковий. само. Положниковий, так. Ну і то. Положниковий, я не ведаю. Ну, понятно, на звонки не ходит. Конечно. Ну, то есть Кому телефоновать, Джонсон? мне нагадывает это про железную маску кино. Угу. А как там характеризует начальника тюрьмы? Він повинен сидіти. Ну, це садист. Там же просто, это турма, там не тільки сидять тюремний режим. Там і пожиттєво зневолені сидять. І з їх так само здекуються. І це почалося ж не сьогодні, це десятигоддями довжиться. Ну, відомо, начальник це не десятигоддя тут, хоча опошні 10, я не ведаю, кільки він. Він ж все ведає, цудовно. Як у камерах знаходиться, там, як у ізоляторі, плітка. А что в изоляторе? Холодно, особливо в міжсезонні. Там, ну, жудосно, холодно. Полы Там плитки? же не дерева, там плітка. Ну, плюс окна великі достатково. Коли там може бути сквозняк, то... То есть Тихановскому создали особые условия. Повний вакуум. Вони... Ведеш, один опер, він там розмовляв з одним зеком, який просто передав ягоної слово, і хоча за все він проговорився. Зэк? Коли... Не, опер. Коли розмова зайшла про Тихановського, після того, як його розкрутили, этому зеку він щось про його написав. Так, ничего не понял. У листі своїм родним він написав нечто про Тихановського. А, зэк. Так, опер його викликав і сказав, гэта пакуль людям ведаць не трэба на волі. Відавочна, што гэты вакуум утвараўся адмыслова, у тым ліку не толькі для яго, каб паўплываць неяк, ну, націснуць на яго, а каб паглядзець рэакцыю грамадства. Што яна падумае. Хутчэй за ўсё... Смотри, меня интересует вот эта ситуация очень важно, когда был слив о том, что Тихановский умер в тюрьме. Я думаю, что ты знаешь, как это все происходило. Вот это меня больше всего интересует. Как это все было сделано? Яны просто изолировали, ну, любую информацию про Тихановского. Опера, всем цензорам была как бы постанова дадзеная, что про Тихановского нават не узгадывать. Ну, как у листах ни в одного слова про его не было. То есть они проверяли все письма? Конечно, чтобы там ничего не цензура вышло? працуе выдатна, просто выдатна. Там, ну, яны не просто так атрымліваюць свой заробак. І, ну, з гэтых словаў опера было зразумела, што яны нешта арганізуюць, каб паглядзець, як сябе паводзіць грамадства. Ну, павядзе, што яно падумае, што, як яно адрэагуе, калі ён сапраўды, магчыма, загіне. То есть это был кинут пробный камушек? Так. Поднимется шум или нет? Так, хутчэй за ўсё так. Я ў гэтым упэўнены. Просто. То есть можно думать, что они рассматривают мысли о том, что он не должен выйти вообще из тюрьмы. Імаверна. З медицинай там жах. Тихановскому ніякай медицинскай дапамогі дакладна не аказваецца, я ў гэтым упэўнены. Там наогул тых медыкаў, якія працуюць з турэмным рэжымам, а не просто, ну, з зэкамі, якімі сядзяць там пад следствам ці на апеляцыі, на іншых карпусах, паставілі адмысловых чалавек. Ну, людзей, які будуць рабіць тое, што ім скажуць. І ставяцца да, як бы, зняволеных адпаведна. Яму цяжка, складана, ён неяк ідзе, напэўна, на нейкія саступкі, ці думае, што гэта, ну, як бы, правільна, ён паступае правільна. Але ў параўнанні з некаторымі людзьмі, якіх сапраўды зламалі, як у іх, ну, яно проста з'язджае з глузду, ну, гэта не тое, то бок ён трымаецца. А кого сломали?
Ты имеешь в виду с политических? Не з політичних, з інших людей. Ну, з якого. Ну, вони ж так само ж, якби, там сядять, і этот конвейер працює не тільки на політичних. Кого треба зламати, вони вельми, вельми гнюсно і подло поступають. І люди сапраўды відправляються і в новинки, і там у нейкі профілакторы, і ці там просто сядять, їх з'їжджають поступово з глузду. Пару чоловік у Жодіна скончило життя самогубством. Ось при мне там на одиночках один человек повесился. Кто там еще есть, про кого можешь рассказать из известных? Я ведаю, там сядзіць Ігор Аліневіч, таксама палізняволены. У пачатку яму зусім таксама так цяжкавата было. Яму не хацелі выдаваць ні рэчаў з склада, то, што ён прывёз. Нагода просто абсурдная. Там, это не той комплект, гэта нельга, гэта дурасць. Маніпулююць сваімі правіламі, якія ж самі пішуць у адзін бок. І дагэтуль яго пастаянна закрываюць ізалятар на званкі. Ось там, як бы, положено один раз у месяц, выставляецца пэўны графік. Звычайна па камерах, то бок одна камера, там колькі не было людзей, такі дзень. І яму выставляюць графік так, што ён заўсёды ў гэты дзень знаходіцца ў изоляторе. То есть он раз в месяц в изолятор заходит? Стабильно. Да, система ужасная. Система для того, чтобы Жах. убить человека, сломать его внутреннее «я» максимально. Но я тебе скажу, что меня многие уголовные просто удивляли. Я был просто поражен силе их. Так. Допустим, возьми, на единице сидел там в ШИЗО. Я не знаю, ведаешь, Тиньяк, хлопец, которого там в течение 2 месяцев приходили, избивали. Там 2-3 месяца, чтобы он подписал бумаги. В итоге ему вырезали селезенку. Он уехал. Все, я зразумеў про кого ты. Это ён же быў удзельнічаў у гэтым бунце на Бабруйску в 2020 годзе. Так. Сколько там, 23 месяца каждый день приходили в камеру, пальчик и избивал человека, пока не вывезли. Вот избивание до тех пор было, пока его не вывезли и не вырезали селезенку. Только потом от него отцепились. И отвезли на Крытую. Ты ведаеш, там гэта было яшчэ да таго, як мы заехалі. На Ополску такі кантынгент сядзіць, што яны не заступаюцца за людзей, просто закрываюць вочы многія. Таму што у нас у Жодзіне было пару момантаў, што не дарослых людзей, а там сядзяць на нашым корпусе малалеткі. І аднаго хацелі там таксама трохі пабіць. Што, адразу ўсе пачалі выносіць дзверы, выбіваць. Вся турма загудзела. Толькі пачулі, што павысілі вось так голас і пачалі яго, здаецца, расцягваць, усе адразу пачалі заступацца, таму што нельга нават мінімуму дарыць ім. Видишь, на единице там все по-другому. Там заводят в ШИЗО, ШИЗО это тюрьма в тюрьме. Так. Что происходит в ШИЗО, не знают в лагере. Только потом, когда кто-то выходит оттуда, он может рассказать, а может не рассказать, потому что там стукач на стукаче. Так. Ты там где-то что-то с кем-то поговорил, это уже у пальчика все лежит. Вот. И поэтому единица недаром прозвали «Петушиный рай». Это першапачаткова подбирали 2. Так свозили со всех лагерей, всех сук так. Туда свозили. Туды звозілі 2 віда кантынгента: сук і людзей, якіх трэба зламаць. Я думаю, першую у абсалютнай большасці, другія так траплялі. Ну що, Міха, можу тобі розповісти, як я сидів на зоні. Слухай. Справа в том, что Кто по жизни? На зоне сидел, мы-то в турме сидели. Слухайте, ви кришики. Карацей, перед гэтым, перед тим, як вести на етап, на візьбу, сидели мы в камеру 6. Типа 3 наркомана. Не-не-не, Могилев. На Володарце. Серега, пока не забыл. Я сидел с глухонемым, который сказал, что... Я с ним сидел. Так. И он за убийство. Так. Я говорю, там 6 лет ему дали.
Я говорю, ну 6 лет как бы нормально. И он мне пишет на листике. Что никого не убил. Не, он мне пишет, говорит, а в суде терпила, попросил, чтобы меня не сажали. Я говорю, в смысле терпила, блин? Говорит, ты ж убийца, у тебя потерпевший мертвый. Он говорит, не, говорит, я вызвал скорую, говорит, я его пырнул, вызвал скорую, приехали, говорит, у него там, ну, это вообще как бы, ну, пофиг, там, менее тяжкие. Говорит, но у меня через 14-ю, что я хотел его убить. Ну, 2 прикинь. глухонемых сидели, выпивали. Ну не 2, там их было шмат. Там была тусовка глухонемых. И там что-то там кабеты были, и он мне там А розповідав. так це, ну, стандартна історія. Там, ну, вельми шмат у Білорусі таких випадків. Я был просто в шоке. Так. Ну, ладно. Це артикул НОУ кончений. Ну, 14-й. Короче, на этом, на Могилеве сидим, мы ж там шестерых у комнате, у камеры. Ось, и это. Это зэк, блядь. В комнате сидим, У покойчику. У покойчику с В кормушкой. мотелі. У покойчику с кормушкой сидим, короче. Ось. И мне зашла такая, ну, передача шмат сала. И розного. И с мясом, и без мяса, такой на 4 пальца. Вот. Ти чуєш, як він сидів? Но это ж было под Я за следством. 2,5 години ні в одній передачі не отримав. Так под следством я кажу. Ти ж у турмі отримав передачі. А, ти в Могилеві? Я кажу про Могилев, ну. А ти у зоні все одно отримав їх. Да, я отримлював. Я ж не ховаю этого. Ну. Так ось. І коротей, і там же льодовні нема, лето, это было уже десь там липень, да. Ось. Ну і это сало мы положили, коротей, там на такую жестяную, типа, ну, на пол такой, на газету, там, где жесть была. Ну, прикрыли. Приходим с прогулки, коротей, на гэтым вокруг толчка, где ляжит сало. Ну, мое. На 4 пальца. Такие ковалки, 5 ковалков. И, короче, я такой, да вообще пиздец. И когда мы выходили, у камеры у нас, ну, никого не заставалось. А дежурный такой, там такой дежурный был, не говорю дежурный, тот хлопец, который дежурил, сидел, он такие, не памятаю откуда, с Бобруйска, но он такие, боевые такие, нормалёвые, он такой сразу там писать, там, короче, поднимаем кипиш. Падымаем кіпіш. Справа ў тым, што зрабіць гэта незаметна немагчыма. Там камера была, все под камерай, і камера... Чекай, у той момент, коли ви гуляли... Да, у той момент, калі мы гулялі, хтосьці вайшоў... Нікога не было ў камеры. Нікога не было ў камеры, хтосьці вайшоў з гэтых фашыстаў і палажыў сала на далбан. Да, на далбан. І гэта было 3 июля, на День Незалежности. Может быть, 4. Я просто запомнил, я яшчэ ім казаў, это вы со святам мяне поздравили. И, короче, камера на коридоры, и не одна, то бок, ну, немагчыма. Ну, мы такие все разом подписались под гэта, что, типа, написали заявы, что, типа, сало, и, короче, яны вызвали нас усіх, сказали, что, типа, ну, уже скарачона версія, сказали, что камеры не працавалі. Вось. Потым начали такую тезу гнуть, что это мы сами положили перед тым, як выйсці. Ну, так мы кажем, так камеры, покажите камеры, и все будет бачно. А? Не, ну так. Ну. Вось. И, короче, нас усіх раскидали по камерам. А мне яшчэ, памятаю, выкликали и казали, ты нейкія там претензии маешь там, ну, да, ну, материальные до гэтага. Я думаю, не буду с вами связываться, сказал, что не маю. То есть ты с циклов, поступил как с циклов? Я с циклов. Схавав? Я с циклов. Схавав той випадок і схавав твоє сало. Не, сала нет. Но выпадок так. Там... Сало куда ходил? Сало я даже не ведаю. Не ведаю. Хтось пришел, прибрал. Какой-то пришел хлопец, прибрал. Мы его не чіпали. Не, вось мы яшчэ калі ехали по этапу, да, с Володарки приехали. Нет, с Володарки я с Кабановым ехал. Не со мной ты ехал. Ну как не с тобой? На Володарку. Мы же с тобой с Володарки в Могилев, мы разом ехали. Мы ехали в разных купешках. Я понял. А ты ехал с этим здоровым дедом, который полоумный афганец, ты памятаешь? Такие здоровые. И ты с ним размовлял всю дорогу. Мы ехали, меня всегда возили на всех этапах отдельно. Всегда. Меня везли один раз только на этапе, когда я ехал уже с кем-то. Это когда я ехал с единицы на крытку.
Приехал с Окей, Донбасса, значит, и все. нам- А так у нас все были... Значит- Этот дед был... Сначала, смотри, был мой купе, потом этого деда купе, а потом твое Ну, ты купе. понял, такой здоровый гэта, да? Но ты з ім ехал у машине. Я просто памятаю, що ти з ім размаўляў, калі в машине ты не з ім ехаў у гэтым. Вось, і карацей, калі я вось пачаў пісаць у Магілёве, я там шмат пісаў скаргаў на эту на нашу прокураторку, эту контуженную красномордую пьяницу. Вось. І яны меня, видимо, решили пришмарить. Я сидел у камеры с генеральным директором Могилёв-Люфтмаша, з нейкім чыноўнікам сёмага ўзроўня. Там, і там яшчэ был один будаўнік таксама з кіраўніцтва. Карацей, там все было чётка. Вось. Кніжкі, умныя размовы, ніхто не курыць. Вось. Чырвоная ікра была таксама. Вось. Это в тюрьме сидел. Он на воле черную икру никогда не ел. Ну я просто, хлопцы, я просто правду вам кажу, что мне нема чего хавать Так от вас. кажи хоч з соромом. Ну, мне как бы не ёмко перед вами крытчыками, но что было, то было. Я ж тады не ведаў, что так жыццё складецца. Вось, і мяне, карацей, заводят, карацей, мяне бяруць, ну, написали мне там какую-то паруху, нібыта я спал, и выводят меня у камеру на перший поверх. Ну, карацей, там такая камера, ну, просто конченая такая шалина, там, где просто такая вся брудная подлога, и там вот этот, с кем Кабанов ехал, этот дед здоровенный. И какой-то такие, я подумал, что это пьяная женщина такая, знаешь, уже, ну, запущенная, ну, вдрыз. И такой, ну, голос такий у яе, такая писклявая. И я такой адчуваю, нешта не тое со мной адбываецца. Ну, разумееш? Я вспоминаю гэтыя наши базары, там, где трэба там руки піліць, там, туды-сюды. Калі што, я ў гэтага, падобнага на эту кабету запущенную, пытаюся, слухай, які ж у тебя за артыкул? А этот твой, этот сябра, этот афганец скажет, да нет, да все нормально, там у него, он ее не шапал, там типа. Я такой, как он не шапал? Он такой, меня называет 167 артикул, каратей. Я такой, что это за артикул? Ну, типа там сексуальные там стосунки с неполногодовой, там туды-сюды. Я такой сразу, да ну нафиг. А он каже, у нас тут есть что пожрать, ты проходь у шахматы, зараз будем гулять. А он, я так понял, что крышечку, недоразвитых это, афганец после этого. Я ломанулся, каратей, у двери, у гэтые. Там такой был Ян Игоревич, помнишь, такой пидор, такой альбинос, такой мразь конченая в угуле. И он такой вывел меня, я кажу, а что ты тут? Ты тут не в готеле, амиго? Ты с кем посадили, с тем будешь сидеть. Ну, я кажу, слухай, там лекар еще, там уже вечер был, лекар, кажу, я ще тут. І він каже, ну так, тут. Я кажу, ну хай не уходить. А він каже, навошта? Я кажу, ну так просто. Я заходжу в камеру, розбираю гэтую, бритвенний гэты станочок. Ось, ну і каратей так, ну так спочатку так тихонько, що-то мало. А этот дед каже, так, да это мало. Я, каратей, ну... А чекай, ти де скривався? Ну, ось тут. Ну, ось гэта саме такі, третій рубець, саме чіткі такі. Там уже як пиркнуло, то нормально. Так, другий раз уже так глибей. Ні, потім третій уже як дав, то нормально там. Ось. Ну і там такі, понеслася такі кипиш там. Єлисеєнко гэты прийшов, который тебе подобається, гэты свинья гэтая, бля, ну. Там рапорти, шмапорти, каратей. І ось тоді я скажу, тоді я прифігел. Мне просто ось першы мой гэты тэрмін, што я сидел у карцеры, мне ён так цяжка даўся, і я вельмі как бы там сидел, там паўзгадваў усіх, кому я зло зрабіў. Даже узгадаў, калі я тебя кіпятком абліў на Валадарцы. Маці, ўсё, ну не памятаеш. Ось, усё узгадал, там так. Ну такой катарсис у меня атрымаўся. А ось, я тады скинул килограмм. Тебе с тех времен кукуха поехала? Ну, я не... Ні, на Володарці. Ну я не ведаю. Нет, я его кипятком облил на этом. Одне слово. Не адмыслова, там это. Ось. І ось у меня туди, но зато я Щось я пригадую, але я не Ну можу мы деталі сидели там, вспомнити. ты там, я там тебя или этим кипятильником себе припалил нечаянно. Ну, я А, все, ось, Ну. да, так. Кипітосом. кипятосом, ну. З його просто капало, напевно, Ну. вода ще. Или там как-то положил на тебе на руку. Ну, ось там я как бы... Ну, там мне... И там ось я зразумев, что гэтые бляди могут с тобой зрабіць все, что завгодно. Но тогда все равно я был на позитиве.
Потому что я думал, что я до зоны не доеду. Но там просто начали меня там добавлять сотни. Я такой думал, 5. Ага, потом еще 5, потом 7, потом... Кольки ты гулом просидел у изолятора за весь свой Ну, термин? хлопцы, мне соромно вам признаваться. Ну, кольки? 47. 47. Агульно. Ну, я агульно маю на увазі А і ти? карцер. Я 60. 180. Ну, Прикладно. Ну, у меня была размова з гэтым, з зампарором, ну, от я шчыра кажу, з зампарором і яго Федченка, Денис Миколаевич. А? За пирами балакал. Не, я ну як балакав. Ну просто карацей, он меня выклікаў і кажа, што ну я ж там трапіў туды за тое, што пачаў газаваць за гэтае, за тэлефонныя відэазванкі на скайпе. Ось. Я заяў там много пісаў, скаргаў. І я уже тады думаў, што уже ну, паврота не будзе, буду сядзець там до конца. Ну уже што там будзе. Карацей, і гэты зампарор мне кажа, што ты, если ты давай, типа, зробим так, ты сидишь, никуда не вылазишь, и я тебя не зауважаю. Ну, и никаких больше не было у нас никаких домовленностей. И я просто подумал, что, ну, блин, ну я реально, коли, ну, я так буду себе, я не вывезу эту фигню. И я, ну, как бы, да, сыканул. Ну как, ну я нічога не робив. Я тобі скажу, що нічого больше звыше того не было. Я сидел, все, перестал там писать заявы, там, которые у меня ж не выходили, я там скаржился Ну ясно, на умовы просто не хотели утрымання. никаких Да мне гэта... с публичным человеком никаких. Да, мне, да я не ведаю чому. Ну, а що Кабанов, як яны Кабанова гасілі, каго іншого яны гасілі, ввогуле мне не зразумела, чому так атрымалася. Я тобі скажу больш, што калі я захварэў там, ну, на промцы с рукой, да? С рукой. У меня там руку там, это, то меня... А что с рукой? Ну, потянул там, ну, один раз потянул, другий раз порезал. Меня освободили от працы на месяцы на больше. Понял? Ну, ты ж сам ведаешь, что это ж не доктор зробил. Тин-тин-тин-тин-тин, и все. Так что старое ось так ось было. Ну, слухай, ти ось розкажи перший раз, як ти трапив у там карцер чи ШИЗО. Як відчування? Я у тебя пытаюсь. А у меня? Ну, конечно. Что ты глядишь на меня тогда? Ты уже... Да я трапил летом, там было шмат человек, там было тепло и было весело. Ну, на Новополоцке? Так. Там просто еще старые камеры были. Там не было у хатах камер самих. Там был драўляная настил. Ну, то бок там тільки був позитив, так, я зрозумів? Ну так, збольше, там ми нейкай... Ну там політичні були, ми більш з ними контактували, були, ну, звичайні зеки. Вони більш так... Це Новополоцк, так? Так, більш так, якби, віддалено трошки. Не, я когда попал, у меня состояние было шоковое. Во-первых, я не понял за что. Во-вторых, меня арестовали утром, и я просидел до 9 часов вечера без обеда, без ужина. Я просидел в обезьяннике. Вот, Так ты, это был вересень, Эдди? да. Там уже холодрыга была, лютая. Вот. А я-то летом же трапил, там была спека, плюс И, 30-30. понимаешь, сколько? меня утром 5 забирают, может. приводят туда, закрывают в эту клетку, вот как идти на промку, там, где вот обыски Слухай, проходят. там не всё. сгорите мясо? И я там до вечера сижу, я вообще не понимаю, что будет дальше, как будет дальше, хрен его знает. И мне вечером приходит и зачитывают, что тебе 10 суток ШИЗО. Меня ведут в этот изолятор, ну, разбывают, все. Я захожу, там встречает меня бульдозер. А, этот? Ну, Я помню. вот. И еще такой же уломок один с дубинками. Все шмотки, все скидай. Выдают мне шмотки ШИЗО, такие, они, блин, вообще убитые мне. Вот эта вот смена, бульдозер, и там был Вобла, Да. здається, Федорович. Самая конченая. Вонючий такой. Вонючка так, вонючка... Я... Почему он вобла? Потому что кроме того, что выглядит как вобла, он еще и воняет все время. Так слухай, ну ось менти, кожен день маєш можливість митися дома, сука, воняєш горше, ніж зеки, які у ізоляторах сидять. Он Ну, приходит, вот ты підніми. стоишь у стены, у нас же вот так вот был обыск, то есть руки на выворот, Мгм. на растяжку, стоят к стене мордой, и он сзади тебя обыскивает, от него воняет. Ты стоишь, блин, лицом к стене, от него воняет, блин, А його жонка є його? без понятия. Муж. Это, вот эта змена, яны отчиняли самый холод. Самим холодно на коридоре, яны одевали бушлаты.
наверх. Кофе пьют горячий. Так, и очиняли адмыслова в окна, каб морозить зэков, каб был сквозняк. Отчиняют вентиляцию, окна. У меня Зимук пришел, окна разбил. Может, вы слышали там себя в камере, как у него окна бил? А, я шел так. Угу. Заходит, говорит, Кабанов, что-то тут у тебя хата не проветривается. Берет дубинку эту резиновую. Ну, а там же идут ремонты. Как бы эти окна, он знает, что будут менять. Потом подходит, бздень, бздень. Они сыпятся. Я думаю, капец, просто жопа. До этого было холодно. А у меня шконка прямо под окном, получается. Вот на меня это все дует. Думаю, капец, как я тут выживу. Но вот вечером заводят, и эти уломки заходят в камеру, я один, их двое. Стоят на меня, смотрят, такие, ну что. Спокойной ночи, эту шконку отчиняют, уходят. Думаешь, капец. Ну, а потом начинается веселуха. У меня проходит дней 5, а я подбиваю. Думаю, так, половину взял, нормально, 5 дней крепанул, ничего страшного. Тут заходят ДП 10 суток. Думаешь, блин, считал. Половина, ага, половина. Проходит еще какое-то время, заходят ДП 10 суток. Думаю, месяц, капец, в одиночке. И потом мне перед тем, как уже за 3 дня, может, тоже помнишь, это мне приходят опять акт на меня составляют. И я еще вам передал, что у меня будет опять Кристины, вернее всего, что. И потом приходит Филипп и говорит, выйдешь сегодня, все нормально. Как бы. Или когда сидел, когда вскрылся, то же самое, у меня остается последний день, остается где-то час до выхода. И такие открывают, говорит, я думал, сейчас скажут Кабанов с вещами, как бы на выход с ШИЗО выходить. И они такие, на тебя новый акт, еще 10 будешь крепить. Все, думаю, блин. 40, да? Не, это другой раз было. Вот думаю, капец. А через час открываются тормоза, говорит, с вещами на выход. Говорит, мы пошутили. Такие шутки, они, ну, как бы, ну, жесткая штука. Так, бывает такое. Люди спят. Аж на руки опускаются. Я спал, допустим, какое-то время вообще поближе к батарее. Вот уже когда в новом ШИЗО. Там невозможно лежать на шконке. Вообще невозможно. И ты идешь по батарее, сидя, вот так вот как-то там жопой на этом полу холодном, блин, на плиточном. И так, чтобы хоть чуть-чуть согреться. И сколько раз было такое, что ты просынаешься от того, что ты дрожишь просто. Вот ты лежишь, дрожишь и думаешь, как я вообще спал, хрен его знает. И все равно вырубаешь, потому что все равно проходит день, другой, третий, уже усталость-то приходит. И ты вот этот холод, ты уже перестаешь, холод, голод перестаешь замечать, организм сам, ему надо вырубиться. І тут брик готов, блин. Просто, коли б, наприклад, ну, мне б сказали, ну, уяви, що там, я б не уявив би, ну, от, коли сам не пройшов ось, які яны скоти, як эта система, ну, забиває людей. Хоча ж тичиться не тільки політичних, яны так забивають усіх, просто, Конечно. ну, може, не з такою інтенсивністю, ось, як політичних. Не, на Есть такое единицы, я тебе скажу, там все шелковые такие, все. Да, у нас был хлопец единиц, он за тебя там расповедал. И он таки был доволен, что оттуда съехал. А там какой-то наркоман, кто был с тобой у Кубрики, Евген, там Тесярога. Ось. И он там некий, по-моему, наркоман он. И ось у нас там были некие курсы зладженные. У нас же там психбольничка была. И проезжали цивильные там... Да, сначала. Мясо. Нет, так нормально и так, что это? Я уже думаю, там, колено сгорело. Ось, і ён карацей казаў, што ён адтуль з'ехаў, і ён просто шчаслівы чалавек. Глеб, Тарелку. вось по тваім меркаванням, колькі, на твой погляд, сядзіць невінных людзей? Я не кажу пра палітычных. Ты ведаеш, вось абсалютна нявінных. Это одна справа. Ёсць людзі, З якія... перабольшваннем віны. Ладно, давай абсалютна невінных, а потым з перабольшваннем віны. Калі за злачынства у год карай далі 5, у 5 далі 15. Ну вось. Давай вось зараз колькі ввогуле невінных? Просто невінных. Ну не там аказаўся, проснулся, радам жмур ляжыць убіты, а это не ён. Доказаў няма, 10 лет... Не, ну калі верыць іхнім же аповедам... Давай не так, это вопрос ставится неправильно, ты неправильно его изначально ставишь. Мы не можем судить, у нас нету никаких фактов, что человек сидит невинный. Давай так, сидит, у которого не доказана вина в суде. Да, давай так, окей.
не доказана вина у суде. Ну, вы сколько таких? Я думаю, что большая половина. Большая половина. Большая половина. Не доказана вина в суде. То есть оснований, чтобы человека посадить, нет. Да. Следствие не доработало, прокуратура не доработала. И просто вот Просто влупили человека, потому что он там был, там прошло... судить о том, виновен или нет, мы не можем. Ну, окей. Но все равно. Мы же можем судить, что, коли вина не доказана, человек не повинен сидеть в тюрьме. Ну, у нас презумпция невиновности. Ну То так, вот он- так. ну, Ладно. официально не виноваты. Окей. Малой, это, а с перебольшиванием вины? Ну, з вами я мало. Да ладно. З перебольшенням вини остатня половина. Не, ну там же есть злочинцы, соправдные. Ну так з перебольшенням вини я не є Ну злочинство. да. Все остальные, ну так. Не, ну, Не, ну смотри, допустим, вот простой случай. Очень много зависит от судьи. Вот очень сильно когда еще был на Володарке, боялись попасть, там фамилия судьи ходила. Потому что у нее дочка погибла от наркотиков. Ну понятно, она там лупила уже. всех. особисте міркування судді. Она всем Уплывает. лупила по максам. И все боялись очень сильно попасть в нее. И вот я сидел с двумя пацанами, которые попали по сбыту наркотиков. И у них полностью все одинаково. Граммы, обстоятельства, вот полностью все одинаково. Значит, и один 8 лет, а другому 6. 11. 3 года разницы это такие. Глеб, смотри, вот ты только освободился, можно сказать. Вы обсуждали о том, что вообще какие есть уже ожидания у политзаключенных. Потому что сейчас такая ситуация, что очень много ходит мыслей. То есть одна мысль, то, что должны признавать вину, каяться, значит, писать на помилование, и чтобы шли переговоры с Лукашенко о том, чтобы их выпускали. Второй есть момент, это о том, что искать какие-то пути, там, заходы, чтобы как-то выкупать, допустим, политзаключенных. И есть еще одна мысль о том, что надо так создать рух, грубо говоря, чтобы в итоге зашли нормальные парни, выбили замки и сказали, все свободны. Как это вот вообще обсуждается все? Эту тему постоянно там у Ну повестки. смотри, вообще ожидание, само ожидание того, что люди, которые получили особенно большие сроки, там 8, 10, 12 лет, они понимают, что они будут сидеть до конца срока, или у них есть понимание, что их все-таки освободят, как они к этому относятся? Ну, напевно, з такими великими термінами люди так далеко не заглядаються, вони неяк ось орієнтуються на ближайші годи, що нешта повинно відбутися. Я не думаю, що там, менавіта ў турме, тому що там такі дастаткова своеасаблівы контингент, які туди звезли, ну, нават з палітычных. Ніхто не спадзяецца на нейкія саступкі Лукашэнкі. Все больш, напэўна, разлічваюць на глобальны паварот падзеяў ва ўкраіне, што зацягнецца сюды Беларусь, і як бы праз нейкія знешнія ўплывы, а не ўнутраныя нейкія перамены, тут зменіцца сітуацыя. Хорошо, скажи, сколько на твоем, вот кого ты знаешь, сколько людей признало вину и написано на помилование? Ведаеш, просто я у зоне быў... Про зону мы не говорим. По зоне там У турме, вообще у непонятно. турме амаль ніхто. Здаецца, там толькі один ці два, один, напэўна, чалавек. Не, абсолютно большасць не пісала. Не вызнавалі ні віны, не пісалі на памілаванне. Хаця быў такі перыяд, вось калі тады была нейкая амністыя, да, 1,5 года назад. Это было, когда еще я сидел. Так, і некаторыя пачалі думаць пра гэта. Але ўсё ж таки не завершили як бы эту справу до конца. Но там уже было понятно, что под амнистию никто не попадет. Еще такой момент. Сколько людей, опять же, по разговорам, готовы выйти из тюрьмы, скажем, вот к ним пришел начальник и сказал, что, значит, либо покайтесь, примите сторону Лукашенко, вот, признайте вину, и тогда мы вас выпустим,
и так далее. Как ты думаешь, много бы людей согласились на Ты это или ведаеш, нет? вось гэты варыянт там не абмяркоўваўся, ну, таму што гэта, ну, ніхто не захоча пра гэта размаўляць, напэўна. Але вось калі б такое здарылася, я думаю, некаторыя, можа быць, і пагадзіліся. Ну, не ўсе, вядома. Ну, я не думаю, все. что многие бы согласились. Ну, у турме адсотак будзе меншы, значна меншы, чым у зонах. Калі браць агулам палітычных, вялікая колькасць, я думаю, згадзілася. По зонам, да. Асабліва па зонах. Асабліва па такой зоне, як Новополоцк, там, ну, просто тых больш прынцыповых адразу павывазілі. Просто вельмі шмат сярод палітычных, як бы, у якіх прысуды, вядома, палітычна матываваны, але гэта выпадковыя людзі. Ім гэта не трэба, ну, быў жа хапун, было шмат, як бы, падстаўных справаў, у канвейеры яны трапілі, і, як бы, без нейкіх перакананняў моцных. Ну, Так. на самом деле, тут как бы говорить все о том, что это люди плохие там и так далее, вообще нету смысла, потому что у Не, каждого своя жизнь. Такого, ну, ніхто не кажа. Вот, и я помню просто как на единице, когда ходили еще и предлагали писать заявление на то, что признать вину, и на помилование их, и в отрядах это все шуршали, там, будем писать, не будем, и при этом все говорили, да нет, да я никогда в жизни, да. А потом узнаешь, что практически вот эти люди, они первые побежали, начали писать. Я не писал. Так а тебе что, икру красную жрал, что тебе писать на помилование? Ты бы там еще годика на 4 остался с удовольствием. Ты бы полгода в изоляторе катанул, потом я бы поглядел, как ты не писал. Не, я бы не писал.